Основные посылы прямой линии главы Республики Башкортостан обсудим сегодня в программе «Интервью». Здравствуйте, я представляю гостя в студии Оскар Сидиков, помощник главы Республики Башкортостан, председатель Ассоциации ветеранов СВО в Республике Башкортостан. Оскар Ахтибарович, здравствуйте. Здравствуйте. Итак, мы с вами сегодня обсуждаем прямую линию главы Республики Башкортостан. Продолжалась она более 4 часов. Вы все это время присутствовали в Центре управления республики. Вот первый, наверное, вопрос – это ваше впечатление. Чем запомнилось? Ну, в первую очередь, наверное, запомнилось искренностью главы Республики Башкортостан, искренностью вопросов, которые были заданы нашими гостями, и те, кто выходил на прямую линию, те, кто видеосообщения оставлял. Самое главное – живой, открытый разговор, не на официальных тонах, а как она происходит в обычной жизни. То есть искренность, доброта, внимательность к каждому вопросу и, думаю, самое главное, наверное, рвение главы решить и помочь каждому человеку, который обратился за помощью. Мы заметили, что во время прямой линии вы делали какие-то заметки. Скажите, что записали? Ну, все же знают, что глава республики мой наставник, я его наставляемый. По программе «Время героев» он помогает мне в становлении как государственного гражданского служащего, помогает мне интегрироваться с военной службы в гражданскую. И это в моей привычке. Я всегда присутствую на его мероприятиях, постоянно записываю его тезисы, чтобы в дальнейшем эти тезисы еще раз пропустить через себя, еще раз для себя сделать какие-то выводы. Ну и самое главное, тезис, наверное, мне понравился, когда глава республики у нас сказал про мечту и планирование. Я и раньше об этом думал, но в такой красивой формулировке, как он на этой прямой линии сказал, мне это не было доступно. Вот сейчас я точно теперь знаю для себя, что такое мечта, что такое планирование. Поэтому вот такие моменты я тоже себе помечал. И, естественно, на прямой линии одна из главных тем это была спецоперация. И обсуждали очень с разных контекстов проект «Герои Башкортостана». Вот один из главных вопросов, по-моему, один из посылов прозвучал, что будет ли второй этап. И мы с вами уже не раз говорили, что будет. Как думаете, будет ли он востребован по итогам именно прямой линии? Ну, изначально главой республики уже были даны указания, что на одном потоке мы не заканчиваем, потому что у нас желающих поучаствовать и получить какие-то компетенции было очень много. Хочется напомнить, и отметить, что Республика Башкортостан, опять же, в этом направлении заняла первое место в России по таким же аналогичным программам. А самое главное, и ребята, которые сейчас находятся в зоне специальной военной операции, проявляют желание, проявляют рвение тоже попасть на дальнейшее обучение, тоже быть полезным для Родины и после специальной военной операции. Поэтому глава это чувствует, глава постоянно на контакте с участниками СВО, поэтому вопрос о том, что будет или не будет, конечно же, будет. Второй поток, и может быть и третий, и четвертый. Но, как вчера глава республики сам отметил, ребята, которые воевали за Родину, должны, конечно же, идти тоже и в мирное время представлять интересы нашего государства. Причем прозвучал еще вопрос о том, что могут ли участвовать в этом проекте представители других регионов. Да, такой вопрос тоже был. И в первый поток у нас подавались несколько заявок, даже, я скажу, более 10 заявок было с других регионов республики. Это показывает, что люди в других регионах интересуются нашей программой, верят в нашу программу. Ну и, конечно же, хотят в дальнейшем, видимо, связать свое будущее с нашей республикой, так как ни для кого не секрет, наша республика является одним из лидеров по всем показателям
и жизни, и экономики, и всего остального в нашей большой необъятной России. Поэтому, конечно же, интерес в других регионах к нашей республике, он высок. Причем проект «Герои Башкортостана» уже реализуется. Участники не просто проходят обучение, да, а уже пробуют себя, уже со своими наставниками работают. И насколько вот этот опыт, когда люди, прошедшие спецоперацию, сейчас входят именно в управление республикой? Как думаете, вот в чем может быть главный смысл? Ну, тут, наверное, знаете, скажем, про черты характера наших ребят, про их закалку. Тут, вот, как глава республики отметил, всегда нужна новая кровь. Именно люди мотивированные. Некоторые люди же все равно, находясь долго на одном месте, уже матереют, теряют мотивацию. А тут приходят именно замотивированные люди, именно люди, которые принципиально, и они отстаивают честь нашей страны на войне. И есть уверенность, что эти люди, придя в какие-либо органы власти, не дадут заднюю и здесь начнут те принципиальные позиции отстаивать и здесь. Поэтому в этом плане обновление крови, как еще раз подчеркнул глава республики, необходимо в любой ситуации. Уже есть первые отзывы именно по работе, да, условно назову, участников? Самый, наверное, главный отзыв прозвучал на прямой линии, когда глава республики, когда у нас Дмитрий Валерьевич Смирнов, директор Ассоциации ветеранов СВО, задал вопрос, чтобы получить обратную связь. Как он отметил правильно, у нас что в программе «Время героев» федеральной, что в программе «Герои Башкортостана» основной посыл для людей, участников программы, закладывается такой, что вы, работая в органах власти, обязательно постоянно должны брать обратную связь. То есть чувствовать народ, чувствовать окружающий коллектив. Поэтому именно с этим вопросом у нас выступил Дима Смирнов, участник программы «Время героев». И, конечно же, обратную связь он от главы получил. Это самое ценное, мне кажется. Ну и глава, конечно же, четко, с уверенностью разложил все по полочкам. Но я думаю, все услышали. В ребят верят, ребят уважают, с ребятами готовы работать. Во время прямой линии поднимали вопросы о героях России. И вот, в частности, уже обсуждали пример Азамата Мулашева из Салавата, который, вот, рискуя собой, прикрыл, да, своим телом своего сослуживца. Вот у нас появляются герои России. И вот Азамат Мулашев, возможно, тоже в перспективе, да, за это уже ратует, и глава республики, герои России. О чем это говорит, как думаете? Ну, давайте сначала, наверное, отметим, что у нас уже в республике 14 героев России, которые удостоены были этого звания в ходе специальной военной операции. Наши ребята, вот сколько я служу, сколько ребят еще до войны приходили ко мне служить, они всегда отличались и целеустремленностью, и крепкой дружбой между собой, и самое главное, ответственностью выполнения задач. Тут же специальная военная операция еще сильнее подтвердила мою оценку наших ребят. Поэтому уверен, что нашего нового героя оценят по достоинству. Уверен, что все-таки положительно примут решение, что он будет удостоен Золотой звезды Героя России. Во время прямой линии прозвучали и очень человеческие истории. Она вообще была такая человечная, да. Я не знаю, согласитесь вы со мной или нет, но была и такая трогательная история, когда глава Мещегаровского сельского поселения Рустам Сафин, это из Салаватского района, сам ушел добровольцем, а вот, получается, сельсовет возглавила его супруга, он пригласил главу Республики Башкортостан в гости. Вот как-то, знаете, эта история показывает, что как-то все, спецоперации расставляют все по своим местам. Не находите?
Честно говоря, вот я прям растрогался в этот момент, когда вот это все происходило. Для меня как бы это было сюрпризом вообще, что супруга окажется в студии. Даже вот я после этого анализировал как бы свою трогательность к этому моменту. Вот мои ребята, с которыми я служил, всегда отмечали, что я очень хладнокровный, как бы, и в этом плане чувствам как бы не поддавался. Но в этот момент в студии меня почему-то прям это тронуло. Это так было трогательно и искренне, и прям реально человеческая история. Тут же я вспомнил и про свою супругу, которая вдохновляет меня на все эти поступки, на все задачи, которые я выполнял, там, и сейчас выполняю. И тут как бы история Сафиных, когда муж уходит воевать за родину, жена берет свои бразды управления в сельсовет, которым раньше руководил ее муж. Это еще один показатель того, что мы идем в правильном направлении. Мы развиваемся в правильном направлении. И то, за что мы сейчас боремся, и то, за что борются вот наши ребята в зоне специальной военной операции, мы же понимаем, что они идут на войну не потому, что нам нужны там территории, нам нужны еще что-то, там, ресурсы какие-то. Мы же сейчас боремся за правду, мы сейчас боремся за наше будущее. Это откровенно говоря. Война идет именно за традиционные ценности, за нашу историю, за наше будущее. И вот эта история Сафиных еще одно утвердительное подтверждение, что мы все делаем правильно, и мы обязательно победим в этом направлении. Оскар Ахтибарович, спасибо огромное, что пришли сегодня к нам в студию, поделились своими мыслями, тем, что самое главное услышали во время прямой линии главы Республики Башкортостан, который не раз отметил, да, у нас непростое время, но мы с ним справляемся, и, наверное, это один из главных выводов, что эти задачи мы решаем. Совершенно верно. Спасибо большое за приглашение. Ну и, конечно же, зрителям, всему нашему народу Башкортостана, хочется сказать, нужно держаться друг друга. Нужно какие-то моменты перетерпеть, какие-то моменты отнестись с пониманием. И, конечно же, не поддаваться внешним нападкам, которые хотят нас изнутри разобщить и сделать нас слабее. Пока мы едины, мы непобедимы. Спасибо огромное. Спасибо. Это была программа «Интервью». Сегодня на наши вопросы отвечал Оскар Сидиков. Это помощник главы Республики Башкортостан, а также председатель Ассоциации ветеранов СВО в Республике Башкортостан. Я Роза Хабибуллина. Спасибо, что были с нами.